Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы посмотрим его чувства, его мысли и его действия. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь мысленно либо вслух к нему и спросите, какие у тебя ко мне чувства, что ты обо мне думаешь и что делать будешь. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас это скрытое, то, о чем мы желаем услышать и узнать. Ух ты! Как много мыслей. Мысли просто тут через край. Значит, мои хорошие, тут мужчина так много о вас думает, так много и так часто, что вот я даже не знаю, на что у него еще время хватает. Такое впечатление, что это его основная деятельность, да, думать о вас. Очень много мыслей, как будто бы он в облаках летает. Обычно так показывают мужчин, которые вот прям влюбились, только-только влюбились, да, состояние эйфории, состояние влюбленности, полета мечты, да, вот в таком ключе. Он вас тут во всяких разных ситуациях представляет. Ему хочется видеть ваши смеющиеся глаза. Ему хочется, чтобы вы им восхищались. Ему хочется, чтобы вы им гордились. Ему хочется на вас произвести невероятное впечатление. И все это он делает в своих мечтах. Еще он думает о том, что вы невероятно красивые. Он такой думает, ну как природа могла создать такое невероятное создание, как моя любимая женщина. Какая же она хорошенькая, какая же она красивая, какая фигура, какая кожа. О боже, держите меня семеро. Девчонки, не важно, сколько вам лет, не важно, как вы выглядите, не важно, в каком вы весе. Для этого мужчины вы самая прекрасная, вы самая совершенная. Он в вас влюблен. И точка. Все этим сказано. Других женщин он не замечает. Он все думает о вас. Мало того, что он о вас думает, он еще постоянно всем, вот, кто его окружает, начинает про вас говорить. Он говорит, я такой счастливый, у меня такая женщина, просто богиня, да? Я так в нее влюбился, она такая классная. О, да, в таком ключе. Люди на него смотрят с улыбкой, думают, боже, ну точно влюбился, да? Радуются за него. Ну, и есть женщина, которой это не нравится, но я так понимаю, либо соперница, либо, может быть, ревнивая мама, и она такая думает, ты дурачок. Ну, ничего с этим поделать не может. Мысли тут самые прекрасные, желания тут просто фантастические. И я так понимаю, что если бы этот мужчина имел больше средств, то вы, девочки, уже где-нибудь с ним на курорте были, я не знаю, там у морюшка теплого, под пальмами, наслаждались бы друг другом. Да, запросто. И еще показано, что он думает о вас не только как о самой прекрасной женщине, но и как о самой умной женщине. То есть вы его поразили своими интеллектуальными способностями, либо способностями, допустим, предсказывать, предвидеть, предугадывать в конце концов. Вот. Чем-то вы его действительно очень поразили, причем в крайнюю вашу встречу. И вот он до сих пор не может в себя прийти, насколько вы грамотно там, ответили на какой-то вопрос, либо о чем-то рассказали, либо что-то предсказали. И он такой думает, боже, вот это да, вот это фантастика, но как так? Пытается сам для себя дать ответ, но не получается. Он все списывает на ваше совершенство, на вашу уникальность и на то, что вы не от мира сего, что как будто бы вы какая-то инопланетянка, понимаете, в таком ключе. Еще, кстати, здесь похвально, у кого-то отыграется, что мужчина очень сильно хочет от вас детей.
И он прям такой представляет, на кого будут похожи ваши дети, там, пытается представить маленькую девочку, похожую на вас, такой умиляется, думает, боже, вот, будет у меня 2 красоточки, а если она еще такая же умная будет, как мама, боже, да я буду самый счастливый, я буду ходить там, хвастаться своей доченькой. Ну, вот в таком ключе, ну, просто милота. Если бы вы могли, например, видеть моими глазами, либо залезть к нему в голову, вы бы тоже сидели бы, умилялись, восхищались. Ну, какой он лапочка, да? Какие мысли у него светлые и позитивные. Хочется этому мужчине ради вас достигать, хочется какие-то героические поступки совершать, хочется вас посадить на вот этого слона и вот катать. Слон — это вообще достаток. Слон — это хорошая такая, знаете, жизнь в достатке, в комфорте, в прекрасных условиях, да, вот ему хочется этого. Для себя ему такого не хотелось, а вот для вас очень хочется, и он об этом постоянно думает и мечтает. Кстати, девчонки, тут мужчина такой, у кого-то отыграется, мужчина крайностей, то есть не имея возможности подарить вам этого слона, ну, эту прекрасную жизнь, он может идти на крайности, там, залазить в долги, залазить в кредиты, там, идти на какой-то риск, играть в казино, там, в надежде сорвать джекпот, вы бы с ним поговорили. И я вижу, что вы нормальные. Вы не верите в эти горячие деньги, вы не верите в то, что риск оправдан, и вам бы с ним на эту тему поговорить. Просто сказать ему, что да, мы вместе сила, мы сами всего добьемся. Пусть не сейчас, пусть чуть-чуть попозже, но тем не менее отговорите его от необдуманных поступков. Потому что он очень хочет произвести на вас впечатление, он хочет весь мир бросить к вашим ногам. И из-за этого мужчина, ну, действительно может пойти на всякую дичь, извините за слово, залезет в проблемы, а потом же вам придется ему помогать, его выручать. Вот, чтобы этого не случилось, лучше заранее все это проговорить. Ну, объяснить, там, хотите слово с него возьмите, что он не будет брать там долги, кредиты, что он не будет играть там в казино, например, да, просто слово с него возьмите, он вас так сильно любит, я думаю, что он сдержит свое слово и никогда не нарушит свою клятву. Но ради вас он готов на все, вот честно. Надо будет там идти почку вырезать, он пойдет вырежет, ну, в прямом смысле слова. Такой вот прям очень влюбленный вас показан. Ну, про чувства здесь говорить я даже не вижу смысла, он и так все показал, он в вас влюблен. Влюблен, причем по уши, как говорится. Вы для него одна единственная, вы для него свет в оконце, ему никто не нужен, никто не интересен, смотрит только на вас, думает о вас, мечтает о вас, вами дышит, вами живет, девочки. Конечно, влюблен. Влюблен, любит, вот все эти слова ему очень подходят. Здесь мужчина, знаете, он в такой стадии любви, влюбленности, когда он готов, ну, я знаю, бежать за вами на край света. Вот в таком смысле. И здесь нет какой-то противной похоти, да, что вот типа хочу только ее как женщину. Здесь именно любовь, которая идет из сердца, из души, ну, как бы со всеми вытекающими. Здесь хочу любить, хочу, чтобы она любила, хочу, чтобы она была счастлива, ради ее счастья я готова на все, я на все пойду, я все сделаю. Вот самое классное время, которое вот может быть между влюбленными, оно именно сейчас между вами происходит. Очень сильно влюблен, очень. Вы его прекрасная экзотическая птичка, вы его звездочка. Хочу катать на слоне, хочу под солнцем быть с ней, хочу для нее тут драконов сечь направо и налево, хочу весь мир бросить к ее ногам. Вот это его чувства, его отношения. Так, что касается действий, ну, здесь поражать, удивлять, шокировать. Здесь мужчина действительно может какие-то подарки очень дорогостоящие дарить, и какие-то там туры, путешествия заказывать, и какие-то, возможно, даже, ну вот деньгами, почему-то деньгами идет, да, тратить деньги. Вот его действие — это тратить на вас деньги. И вот ему кажется, чем больше он на вас потратит, тем сильнее вы ему, ну, в ответ любовь будете давать. Хотя, опять же, я не вижу, что вы меркантильная, я не вижу, что вы там все на деньгах меряете и строите. Наоборот, я вижу, что вы за честность, за партнерство и за доверие. Вот. Кстати, по поводу доверия. Здесь мужчина ради того, чтобы пустить вам пыль в глаза, может немножечко приукрашать действительность, назовем это так. Но вот не зря я вас предупредила, что он может залезть в долги, в кредиты для того, чтобы вам небо в алмазах показать. Вот. Надо как-то это все-таки проговаривать, наверное, да, и по возможности пресекать.
Иначе потом у вас будет мужчина любящий, но с долгами. Да? Кому это нужно, кому это приятно. Ждите от него каких-то фееричных действий. Пойти там в самый лучший ресторан. Он подарит самое красивое, дорогое украшение. Он там, может быть, куда-то на Новый год вас, я не знаю, завезет в экзотическую страну. Но вот в таком ключе действия такие вот прям прилипнуть к вам и не отлипать. Проводить с вами и дни, и ночи, там, сутки напролет. Не расставаться там ни на секунду, обнимать, целовать, удивлять, покорять, да, вот такие действия. Конечно, у многих отыграется как желание сердца. Может быть, не все из задуманного он сможет выполнить, воплотить. Опять же, на это все бюджет нужен. Но с другой стороны, желание действовать, оно прям максимально у него, на максимум поставлено. Вот хочу, люблю, буду всегда рядом, докажу, покажу, расскажу о своей любви. Вот в таком ключе добиваться вас, вот прям моя, чтобы была целиком и полностью. Я ее, она моя, все, мы идеальная сладкая парочка. Но прям бредит вами этот мужчина. Давно я таких отсыпок не видела, но что есть, то есть. Ну вот они, его мысли, да, рог изобилия, двойка. На любимую женщину высыпать рог изобилия. Вас он, видите, воспринимает как прекрасная бабочка. Он говорит: я гусеница, ты бабочка, но я стремлюсь к тебе, я тоже буду бабочкой ради тебя. Я перевоплощусь, да, я там скину с себя эту одежду гусеницы, я стану прекрасной бабочкой, мы будем вместе порхать. Боже, счастье, любовь, там, ангелочки. Влюблен по уши, влюблен. Все, девочки, этим все сказано. Самое лучшее время между вами. Вот вы иногда на него, так я понимаю, смотрите с недоверием. Вам кажется, ну, странный он какой-то, да? Что-то он там не то делает, не то говорит, не так себя ведет. Да он же просто влюблен. Девчонки, любовь с ума сводит и лишает рассудка. Что он может с собой поделать? Влюблен. Вот. Хоть веревки с него вей, он влюблен. Так, и еще по поводу действий. Здесь почему-то показали, что он вас будет... Нет, не вас. Какую-то женщину от вас он будет прятать. Может быть, какая-то бывшая, может быть, какая-то ошалелая родственница. Какую-то женщину он от вас еще будет прятать, чтобы вы, не дай бог, ее там не увидели, с ней не поговорили и не расстроились. Да, какая-то женщина неприятная, либо она может быть неприятной по отношению к вам. И вот вижу, что будет он ее прятать, скрывать и делать все, чтобы вы с ней там не увиделись, не встретились, не поговорили. Что-то он знает, то, чего не знаете вы и чего он не показал в этой отсыпке. Да, ну если не будет знакомить с мамой, значит 100% верняк, что мама там неадекватная. И если ничего не будет вам там рассказывать о своем прошлом, о своей бывшей, то же самое. Если он куда-то вас там не берет, либо, ну допустим, не хочет посвящать там какие-то тайны своего прошлого, девчонки, лучше и не лезьте. Этот мужчина вас защищает от какой-то неадекватной женщины. Вот так не идет. Так, ну в целом я даже не знаю, что еще добавить. Просто прекрасная тут отсыпка. Мужчина любит, влюблен. Вы для него одна единственная. И он действительно готов бросить весь мир к вашим ногам. Любите друг друга, наслаждайтесь этим моментом и будьте счастливы. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.